Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кого ведет за руку к вам судьба? Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя, ни о ком не думайте, просто мысленно задайте вопрос. Кого ведет ко мне судьба? И пусть нужная информация вам, мои хорошие, обязательно откроется. Итак, я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ох, за руку здороваетесь. Знакомый человек. Видите, за руки здороваетесь. Это будет очень приятная встреча, ведь тот, кого ведет судьба, вам явно знаком, и явно у вас что-то с этим человеком общее есть, либо было какая-то связь, общение, дружба, у кого-то отношения могли быть. Но опять же, вы рады будете увидеть этого человека. То есть, если отношения, то как-то хорошо закончились. Да? Может быть, вы просто дружили, а может быть, вы просто были знакомы. Человеку вы обрадуетесь, вам будет приятно и встретиться, и поздороваться, и пообщаться. Но, девочки, сейчас самое главное, готовьтесь. Вы в этом человеке видите знакомого друга, там, приятеля, товарища, да, не более того. А тот, кого ведет судьба, этот мужчина, он видит в вас свою судьбу. Вот так вот. Понимаете? Вы-то думаете, тут случайная встреча со старым приятелем, а оказывается, тут ого-го, какие события. С вашей стороны это случайная встреча, со стороны мужчины это спланированная встреча. Скорее всего, вот у многих так это играется, что этот мужчина уже где-то рядом, либо ведет за вами наблюдение, слежку, либо от кого-то получает о вас информацию, где вы, с кем вы, что у вас там в личной жизни происходит. Он очень многое знает о вас. И в момент, когда вы встретитесь, мужчина там буквально будет вас расспрашивать, и вы такая: откуда ты это знаешь? Да? У тебя что, такая интуиция крутая? Либо кто тебе рассказал, ты что, интересовался моей жизнью? Ну, мне кажется, что мужчина вам, пусть и не на первой встрече, но попозже сам признается, что он любовь к вам и еще с тех далеких времен хранил у себя в сердце. Смотрите, в момент, когда вы в прошлом общались, у вас все было спутано и запутано, и у вас, и у него. Скорее всего, он был в отношениях, и вы были в отношениях. Да? Вот больше мне идет, что вы все-таки дружили, либо работали вместе, либо жили, может быть, как-то по соседству. И тогда вы тоже не рассматривали его как мужчину, вы рассматривали его как знакомого, как друга, как приятного человека. А он всегда к вам неровно дышал, всегда, с первой встречи. Вот впервые, когда увидел, он прям загорелся к вам, какая женщина, красавица, умница, мне б такую, да. Но вы были заняты, и он, скорее всего, был занят, потому что у него за спиной разорванные отношения, но не с вами, с другой женщиной. Сразу хочу сказать, что у мужчины очень непростая жизнь была. Он сам по себе вот такой славный, добрый, успешный. Но личная жизнь у него была ужасной, как будто бы такая суровая зима, вот такая личная жизнь. То есть холод, претензии, обиды. Это его бывшая жена. Буду говорить как есть, да, скорее всего, бывшая жена. Не вдовец, нет, он не вдовец, там нет такого знака. Скорее всего, бывший, развод. Она была немножко странным человеком, это так мягко говорю, и она очень много крови из него выпила, она очень много там требовала, очень там ревнивая, склочная, обидчивая, не в себе, да, человек не в себе, не контролировал свои эмоции. Может быть, она и замуж за него вышла, ища выгоду, да, то есть удачно пристроилась. Но опять же, без любви жить очень трудно, практически невозможно. Никакие деньги тебе любовь и теплоту не заменят.
Вот она его мучила, и сама мучилась, и его мучила. А он очень хороший и терпеливый человек. И для него семья, как бы, оно как святое, да, вот само понятие семья, это как святость для него была. Поэтому, скорее всего, он и на вас не претендовал, потому что вы тогда были с кем-то в отношениях, да, возможно, в брачных отношениях, но, опять же, и он не свободный. Он любил вас очень долго, молча, со стороны, наблюдая за вами, за вашей жизнью, там, переживая за вас. И вот мне идет, что эта любовь, она вот проверенная годами, понимаете? То есть как несколько лет, может быть, несколько десятков лет. И он все это время вас любил, но не имел права вам об этом сказать. Очень похоже, что сама судьба дает и мужчине, и вам шанс на счастье. Вас сводят вместе, то есть позволяют мужчине с вами увидеться и позволяют вам мужчину увидеть. То есть, а дальше уже как вы решите. Если вы почувствуете, что да, мне этот мужчина интересен, скорее всего, вы ответите на его предложение, на его ухаживание, и у вас могут сложиться очень хорошие взаимоотношения, там, семья, брак, сами понимаете. Если вы, допустим, до сих пор не видите в нем мужчину, либо не захотите видеть мужчину, но, опять же, сердцу не прикажешь, тогда эта встреча, она вот просто как увидится, да, с друг другом увиделись и дальше разошлись. Этот мужчина никогда не будет наседать, он никогда не будет давить, он никогда не будет нахрапом брать, да. Он очень хорошо воспитан, он уважает женщин, а вас он тем более и уважает, и ценит, и любит, он никогда не будет на вас давить. Опять же, он понимает, что насильно мил не будешь. Нельзя навязываться, и все должно быть добровольно. Что касается вас, девочки, вы уже не та, какая были раньше. Вы получили опыт, вы многое пережили, вы многое повидали. Вы стали ценить себя, вы стали уважать себя. Вы стали ценить свой комфорт, вы стали ценить свою независимость, самостоятельность. Возможно, и жизнь, да, вас заставила стать такой. Возможно, вы просто вот переродились, трансформировались за эти годы и стали вот просто вот мисс совершенства мне идет. Вы такая желанная женщина, вы этого, скорее всего, не замечаете, хотя я думаю, что все-таки краем глаза что-то видите. Мужики на вас прямо вот так ладошки потирают, и каждый готов: вот только позови, да, только маякни, только посмотри на меня, и я буду у твоих ног. Но вы теперь очень грамотно выбираете мужчин, и нет такого, что вы там в крайности бросаетесь, да, такого нет. И опять же, вы не спешите. Вы такая, лучше я буду одна, комфортно себя буду чувствовать, чем я буду с каким-то мужиком, терпеть его, да, косой рябой — это не мой вариант. Мне нужен нормальный. Либо лучше быть одной, потому что одной комфортней. То есть ты ни от кого не зависишь, тебе там не нужно ни от кого ничего терпеть, ни под кого подстраиваться не надо. То есть у вас уже какая-то стратегия своя есть, она выработалась. Вот. Встретитесь вы вот на какой-то общей территории, не знаю, общая территория, скорее всего, где-то, где люди собираются. Допустим, это может быть какой-то кафе, ресторан, это может быть чей-то праздник, допустим, у кого-то день рождения, там, крестинная, свадьба, и вы, и он в числе там приглашенных гостей. Либо он знает, где вы работаете, он знает, там, в какие кафе вы ходите там, покушать, да, перерыв на работе. Мне идет, что он где-то вот как поджидает. Он знает, где вы будете, он знает, где он с вами встретится. А вы же не знаете, для вас это случайность идет. Вот судьба дает такой вам шанс. Встретитесь, вы руки пожмете, по тройке встретитесь, как друзья, как знакомые. А вот что дальше будет, уже всецело зависит от вас, мои хорошие. Потому что мужчина здесь ровно ничего не решает. Да, он вам, скорее всего, будет намекать, либо в открытую скажет, что я вот с того первого дня, помнишь, такого-то числа, в таком-то году, такого-то месяца, вы там ахнете, скажете: боже, ничего себе, у тебя память. Мы с тобой там впервые встретились, либо я впервые тебя увидел и как бы влюбился. И вот от того дня и по сей день я тебя люблю, как бы о тебе думаю, вспоминаю и вижу свое будущее именно с тобой. Вот. Как вы среагируете? Уж вы там сами решите, да, либо будете действовать по обстоятельствам. Но мужчина вам этот приятен. Приятен именно как человек. Это то, что я сейчас могу выудить из вашего подсознания. И то, что я вижу в знаках. Да, вы даете ему свою руку, вы с удовольствием пожимаете эту руку. И опять же, встречаетесь вы по тройке. То есть у вас нет к нему ни страха, ни безразличия. То есть вам он приятный. Приятный человек, да, вот друг из прошлого, либо знакомый из прошлого. Вообще как даже обрадуйтесь, что вы его увидите.
у вас какие-то общие темы, либо общие воспоминания. В общем, что-то вас все-таки соединяет. Как вы отреагируете на его признание, либо на его там предложение там, пообщаться, сходить на свидание, я не могу сказать, я этого не вижу, мне этого не показали. Не показали, потому что ничто не должно на вас влиять, да? Это будет сугубо ваш выбор, и здесь вы как капитан, который направляет корабль своей жизни в ту или иную сторону, да? Именно вы выбираете маршрут. Судьба не будет на вас там давить и как стеночки эти выстраивать, что только с ним и ни с кем другим. Нет, такого нет. Вам по судьбе, вот то, что я точно вижу, это быть счастливой. Счастливой в любви, счастливой в браке, счастливой в отношениях. Это то, что вам по судьбе. С этим мужчиной, либо с другим мужчиной, там уже как бы сами будете выбирать. Но то, что вам на роду личное счастье написано, это 100%. Кому-то раньше, кому-то позже, но обязательно придет. Так, по поводу этого мужчины хочу сказать, что у него, скорее всего, есть ребенок, либо дети, и он очень привязан к этим детям. С одной стороны, это его очень хорошо характеризует, да, потому что если он любит своих детей, он и ваших будет любить детей. Опять же, человек ответственный, порядочный. Соответственно, я вижу, что у него, скорее всего, очень высокие расходы на своих детей. То есть зарабатывает он неплохо, но львиную часть заработков он тратит на своих детей. Это прям, ну, как бы есть, да, никуда от этого не деться. И понятно, что если он там с вами в отношения войдет, то, наверное, будет как-то урезать эти расходы, либо ему придется больше работать, чтобы никто не был в обиде. То есть своей бывшей женщиной и женой он не особо общается, скорее всего, вообще не общается, и это к лучшему, да, пусть и не общается. Там прям болезненные травмы она ему нанесла, и даже какие-то комплексы в нем взрастила. Да? Может быть, мужчина в каких-то моментах, особенно в интимных моментах, может комплексовать из-за вот этой своей бывшей жены. То есть она ему там, скорее всего, в отместку что-то говорила, что ты там не такой, не сякой, короче, короткий, кривой, не знаю, что-то там ему наговорила, а у него какие-то комплексы есть. А в целом он очень хороший, положительный, надежный человек. Вот как друг, как товарищ, как защитник, вообще идеальный. А в плане вот интимном может быть закомплексованный немножко, да? Потому что у него особо там, я так понимаю, опыта не было. Была вот эта женщина, жена, и больше никого. То есть там он не ходил ни направо, ни налево. Он был приличным семьянином. Хотя как таковой семьи у него не было. То есть так со стороны посмотришь, идеальная семья, а за закрытыми дверьми там как бы война. Люди друг друга просто вот на дух не переносили. Но вот как-то он от нее освободился, и сразу, видите, к вам, вас давай разыскивать и все про вас узнавать. Кстати, у кого-то еще может отыграться ситуация, что вы с кем-то были в отношениях, и вы разошлись. И он, представляете, ждал, пока вы там из отношений выйдете, либо он так загадывал, что если она с тем мужчиной там сойдется, я никогда к ней не подойду. И тут он, например, узнает, что вы сейчас одна. Он такой: о, это мое время, это мой шанс. Ручки потирает, и судьба такая: да, я устрою вам встречу, я позволю вам встретиться. Но решать, девочки, все-таки будете вы. Как вот у вас там сердце на него откликнется, ёкнет, либо по-прежнему вы будете видеть в нем всего лишь друга. Ну вот встреча у вас неизбежна. Встреча, кстати, как радостное событие. Я уже говорила, еще раз повторю. Еще судьба ведет к вам какого-то очень крутого специалиста. Кстати, это может быть и мужчина, и женщина. Смотрите, вы все разные. У кого-то, не дай бог, там проблемы со здоровьем, да, и вы ищете приличного медика, который сможет вам помочь, да, назначить, провести адекватную диагностику и назначить соответственное лечение. Кто-то ищет там крутого юриста, кто-то ищет там, может быть, еще кого-то, да, вот какого-то специалиста ищете. Судьба тут такая, говорит: не переживай, я все устрою. Вам этого человека, вот как рекомендация мне идет. Рекомендация может быть от кого-то, да, вас конкретно подводят, говорят: вот этот человек, он крутой, либо она крутая, все знает, все умеет, я рекомендую. Также рекомендация может быть, я не знаю, там, в соцсетях. Да, вот вы просто зашли там в соцсети, либо там что-то в интернете делаете, и вам тут случайно реклама вылазит
как рекомендация какого-то специалиста. И вы такая: ничего себе, я же искала. И вот, пожалуйста, я нашла. То есть и так может проиграться. С этим специалистом я вижу, что вы достаточно плотно будете сотрудничать и ни разу не пожалеете, что именно с этим человеком вы начали работать. Человек очень эффективный и человек-перфекционист. Да? Вот пока идеально все не сделает, не успокоится. Даже вы так не будете думать и переживать о своих проблемах, как будет переживать и думать этот человек. Будете считать, что вам сам Боженька его послал, либо ее послал сам Боженька. И это прям такая удача, такое везение встретить такого славного человека. Мало того, у кого-то еще отыграется, что у вас сложатся прекрасные дружеские, приятельские взаимоотношения. Про любовь ничего не вижу, не буду говорить, а вот про дружбу, потому что в этом человеке вы видите огромную собаку. То есть, друг, приятель, либо подруга, приятельница. То есть, достаточно серьезно. На мой взгляд, очень серьезно. И там уже не только профессиональные вопросы будете обсуждать, но и, например, какие-то другие. Вот, так что специалист найдется, 100% найдется. По рекомендациям не идет. Конкретные рекомендации, либо в интернете рекомендации, там уже время покажет. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.